Добрый вечер, мои уважаемые подписчики и зрители моего канала и мои друзья. Сегодня 2 июля, целый день я была занята, уже несколько дней, и ролик выпускать некогда. Вот решила немножко быстренько пройтись по хозяйству и показать вам, что у нас делается. Все у нас, слава богу, хорошо. Как только день, находятся заботы. Здоровому человеку это всегда так. Слава богу, выздоровела, могу так сказать. Маша тоже выздоравливает. Спасибо за вашу поддержку. Вот завтра, 3 июля, я хочу справлять поминки. 14 июля 10 лет, как не стало моего любимого сына Валерия. У нас у татар можно справлять заранее. Просто только первый год нужно справлять день в день. Завтра мы решили с Машей справлять поминки. Немножко я убралась, сколько смогла. Сейчас я вам покажу. Здесь наши утятки купаются и едят траву. А здесь Салават вчера приехал, накосил траву. Мы с Юлей помыли немножко полосы, дорожки. Конечно, к этому времени я всегда эти дела заканчивала, а этот раз из-за болезни я долго не смогла. Здесь зона детей, они отдыхают, играют. Цветочки у нас растут потихоньку все. Клематис у меня тоже хочет цвести. Цветочки меня радуют. Побелели вот здесь. Покрасила я бордюры. Сабина с Владиком пасут утят. Винограды, конечно, у меня выздоровели. Плоды тоже много. Все хорошо. Спасибо, мои любимые, за вашу подсказку. Действительно не хватало железа. Розочки все отцвели. Я их выстригла, и теперь появились новые бутончики. Желтенькие отцветают, а красненькие начали свести. Здесь начали свести петунии. Посмотрите, недавно только вот этих цветочков ели мои утята. А видите, уже сколько их. Как они быстро растут. Купила я сегодня вот такую клеенку на стол. Здесь 6 метров. У меня стол 5,5 метров. Мы сюда повесили, потому что сильно пахнет клеенкой. Думаем, пусть проветривает. Покрасила я вот эти двери. Покрасила туалет. И внутри, и снаружи. Здесь дверь покрасила. Покрасила дверь сарая. Мне кажется, здесь темно-шоколадный свет лучше идет, чем зеленый. Покрасила дверь здесь тоже. Обновила все межкомнатные двери. Только не подумайте, что они новые. Я их крашу. Купила я сегодня кофемолку. Я давно искала. Искала в городе. Не находила. Это Василиса электрическая. Стоит 980 рублей. Только не думайте, мои хорошие, что это реклама. Я давно ищу кофемолку, потому что надо мне делать сахарную пудру, например. Перемолоть перец. Да еще что-то. Закрываем. И вот так работает. Только не смотрите на мои маникюры. Пока некогда маникюр сходить. Мне нравится. Сварила я 2 гуся. Здесь приготовила сухофрукты. Варила красный эремчек. А здесь я хочу еще готовить сладкий вакбалеш
с рисом, с изюмом, курагой. Это у нас так готовится. Готовится у меня здесь козылык. Лапшу тоже делали домашнюю. На первое у нас будет лапша. Мясо еще сварю. Цыплята тоже растут. Я показываю через окно. Ну что, в огороде помидорчики растут. Пекинская капуста растет. Скороспелка капусты растут. А эти цветные капусты. Потихоньку все растет. Зелень растет. Чеснок, конечно, у меня пожелтел. Почему, не знаю. И поливаем хорошо. Да многие жалуются так. Вроде ничего не случилось. Ни червяков, ничего нет. Почему так? И сами не знаем. Только сегодня разговаривала с братом, они тоже так же говорят. Огурчики тоже хорошо растут. Скоро надо смородину собирать. Картошка уже хорошая. Жуков не травила. Собираю каждый день. Здесь тоже все хорошо. Огурчики растут. Каждый день где-то килограммчик, наверное, собираем. Может, иногда даже больше. Дети едят с удовольствием. Малины созревают. Угощайтесь, мои хорошие. Малина очень сладкая. А здесь у меня синенькие баклажаны. И перчики появляются. Здесь я в прошлом году посадила малину. Вот они растут. Кустики еще маленькие. Но они принялись. На то и радуюсь. А здесь у меня ремонтантная малина. Помните, выписывала из сады Урала? Вот этих я покупала в городе на рынке. Вот они тоже созревают. Малина очень сладкая. Но у меня их пока немного, но детям хватает. Они каждый день собирают и едят. Купила фруктов, сладости, пироги сама испеку. Все будет нормально. О, крыжовника сколько. Козочки мои все живы-здоровы, маленькие. Кушают, бегают, прыгают уже. Вон Маша слышит, что я разговариваю, и подглядывает. Хулиганка. Посмотрев ролик Розы, я расстроилась. Она даже комментарию закрыла. Ей было обидно. Обидно не для себя, а обидели ее свекровь. Я, конечно, не считала комментарию. И ролик вчера только посмотрела. Поздно ночью, когда я легла уже отдыхать. Я тоже не понимаю, почему люди портят все.
Почему пишут всякие гадости в комментариях? Я не знаю. Кому-то, наверное, становится от этого хорошо. Она говорит, что из-за свекрови обидно. Но она тоже поговорит с свекровью, свекровь тоже поймет, и все у них будет хорошо, чтобы там у нее в комментариях не писали. Да, свекровь стесняется в роликах сниматься. Но стесняется, люди камеры боятся, не все же такие, как мы. Ну что ж сделаешь, потихоньку бы снялась бы. А теперь, я не знаю, наверное, совсем не будет сниматься ее свекровь. Человек старается, человек работает, не покладая рук, толком по ночам не спит, снимает ролики, работает за двоих. По правду говоря, Роза все заботы и все тяжести взяла на свои хрупкие плечи и сама старается, как мужик и как женщина, все дела она сама делает. Она у меня умница, она стойкая, я думаю, она все это разрулит. Что она комментарию отключила, наверное, так и надо. Она сама все знает. Многие подписчики очень переживают за то, что она отключила комментарию. Конечно, было у меня одно время тоже, когда муж умер у меня, и когда у меня горе, люди писали, что я пироги пеку, готовлю, песни пою. Тоже у меня был срыв, тоже хотела я закрыть, но Роза меня убедила. Спасибо вам, мои подписчики. Даже есть некоторые зрители дали мне совет, чтобы я не закрыла канал, чтобы я дальше работала, чтобы я их не слушала. Вот теперь я никого не слушаю. Вы видите, даже плохие комментарии я выпускаю. Я улыбаюсь только. И все. Пусть пишут, пусть что хотят пишут. Если кто-то пишет плохие комментарии блогеру, если от этого им станет легче, радостно, пусть пишут, пусть им будет хорошо. А свое счастье, свой праздник мы создаем сами. Да, многие вот не любят, когда распаковки, когда обзор какой-нибудь делаем. Но это же наша работа, вы нас поймите. Мы так зарабатываем. Мы ни у кого ничего не спрашиваем, не попрошайничаем, как бы нам тяжело не было. Мы можем сами кому-то делать подарки и делать хорошие вещи с удовольствием. Помощь мы ни от кого не ждем. Что бы ни было, как бы плохо не было. Мы сами стараемся работать, зарабатывать и выходить из положения. Я, конечно, очень устала, потому что я 2 дня красила везде, убиралась, везде полы помыла, все белье поменяла, перестирала, все перегладила. Короче, готовилась на поминки, конечно. И ролик тоже надо выпускать, ведь я сейчас стою, вам говорю, что мы так зарабатываем. Я никому на жалость не давлю, что у меня 2 пацана под моей опекой, что я одна вдова. Я не жалуюсь, я стойкая, я сильная. Просто немножко переболела, я выздоровела, слава богу. И теперь я начинаю работать. Детей скоро отправлю в лагерь. Через 2 месяца детишкам уже в школу, уже пора что-то купить, готовиться. Я все сама умею. Меня и жалеть не надо. У меня есть кому жалеть. Пока, конечно, некогда толком и ролики снимать. Сама болела, потом сестренка приехала, с ней по больницам очень много ездили в город. Слава Всевышнему, все будет хорошо. Лечимся, поддерживаем, горевать не даем, мы сильные. Завтра приедут с утра брат с женой, помогут мне накрывать стол, но к этому времени у меня уже все будет сварено, испечено. Я поздно ложусь, рано встаю. Только не говорите, что у меня больной вид. Я просто устала немножко. Сегодня затопила баню. Быстренько дела сделаем, искупаемся, чай попьем травами и с башкирским ароматным медом. Я с вами прощаюсь. Желаю вам всего доброго, счастливых выходных, здоровья, удачи и большой любви. Всем пока-пока. До следующих встреч.